Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в эфире территориальный орган Росздравнадзора по Республике Саха-Якутия и я, ее руководитель Иннокентьев Евгений Николаевич. Наша служба занимается вопросами контроля, надзора в сфере здравоохранения. В рамках этого процесса мы проводим лицензирование, лицензионный контроль, проводим мониторинг разных показателей системы здравоохранения субъекта нашего. Кроме того, мы большой объем работы выполняем с обращениями граждан. Последние 2 года у нас поменялись приоритеты в работе. Сейчас у нас больше акцент делается на профилактику, на профилактические мероприятия. В том числе мы при выявлении нарушений или при получении сигналов из СМИ или от граждан выносим предостережения, проводим контрольные закупки с прошлого года. И большой объем времени мы тратим на разъяснительную работу, в том числе и в социальных сетях, и путем проведения публичных обсуждений итогов работы. В последнее время вся страна, наша республика в том числе, живем в условиях ковида, и в такое сложное время на первый план выступают различные вопросы, в том числе вопросы ценообразования на лекарства в аптеках, наличие лекарственных препаратов, противовирусных, антибиотиков и так далее. Кроме того, возникают вопросы доступности медицинской помощи, в том числе и лабораторная диагностика, и КТ-исследования, визит врача на дом. Очень сложные вопросы возникают. И сегодня я хотел вначале остановиться на вопросах ценообразования на лекарства, потому что много обращений поступает, почему в одной аптеке такая цена, в другой аптеке другая цена, почему один препарат стоит с разницей несколько сотен рублей. Вот. Поэтому хотел именно немного подробнее на этом вопросе остановиться сегодня. Дело в том, что государством устанавливаются фиксированные торговые надбавки на лекарства. То есть нет такого, чтобы любая аптека привезла лекарства и свои цены установила. Есть так называемый перечень жизненно важных, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вот. И в этот перечень входит большое количество лекарственных препаратов. И именно цены на эти препараты как раз и контролируются и устанавливаются государством. Надо понять следующее. Есть так называемые оптовые надбавки, есть розничные надбавки. Оптовые надбавки применяют поставщики лекарств в республику. А розничные надбавки применяются уже аптеками при розничной продаже гражданам. Кроме того, есть так называемые 3 зоны ценовые. Первая зона – это Якутск, третья зона – это арктическая группа районов, дальние районы, вторая группа – это все остальные. И в зависимости от этого устанавливаются предельные надбавки. Например, на лекарства стоимостью до 50 рублей оптовая надбавка может устанавливаться до 35%. А розничная надбавка может устанавливаться от 28% до 89% для третьей зоны ценовой. То есть получается, что чем дальше район и поселок, тем дороже лекарства. К сожалению, вот такая вот ситуация у нас есть. Что еще можно сказать по ценообразованию? Соблюдение установленных, фиксированных, предельных торговых надбавок является лицензионным требованием для аптек и аптечных организаций.
Поэтому любой факт, подтвержденный превышение этих надбавок, влечет за собой административную ответственность. И должен вам доложить, уважаемые зрители, что за последние 5 лет в ходе проверок только было выявлено 2 факта превышения предельных размеров. Потому что все аптеки уже давно уже свои права и обязанности, требования лицензионно знают и стараются не нарушать данные требования. Но надо сказать, что отдельные лекарственные препараты не входят в этот жизненно важный перечень. И на них уже, к сожалению, не то что к сожалению, на них величина торговой надбавки не регулируется. Таким препаратам можно отнести отдельные витамины, отдельные противовирусные препараты. Например, очень популярный сейчас препарат Гриферон выпускается в разных формах. Есть в каплях носовых, есть в виде спрея. Так вот, Гриферон в виде капель, он входит в жизненно важный перечень. А Гриферон в виде спрея, он в этот перечень не входит, поэтому аптечные организации могут устанавливать розничную цену без оглядки на эти ограничения. Поэтому и возникают вопросы о том, что цены разные. Кроме того, цена на лекарственный препарат зависит от дозировки препарата, то есть в лекарственной форме, капсула или таблетки, может содержаться 10 мг вещества, может 50 мг, может 100 мг. Поэтому цена будет, соответственно, меняться в большую сторону. Есть также вид упаковки. Там 10 таблеток, 50 таблеток, 100 таблеток. Соответственно, цена тоже будет различаться. Поэтому мы все с вами видим в аптеках, что имеются разные цены. Кроме того, в розничной аптечной сети в последнее время возникли проблемы технического характера. Уже об этом люди очень много обращались, и мы с этим вопросом также разбирались. И проблема заключается в следующем. С этого года по всей стране действует система маркировки лекарственных препаратов. Это предназначено для того, чтобы исключить фальсифицированные, поддельные, контрафактные лекарственные препараты. То есть в рамках этой системы фарморганизации, контрольно-надзорные органы, медицинские организации могут отследить препарат от поставщика и до конечного потребителя, до розничной аптеки. И мы, например, можем видеть движение этого препарата и насколько там цена поднимается или не поднимается. И вот в этой системе, эта система относительно новая, только начала работать и имеет место по всей стране технические сбои. Поэтому возникли проблемы с оприходованием новых маркированных лекарственных препаратов со штрих-кодами. Но сейчас потихоньку эти проблемы уже технически решаются. Вот, насколько мы знаем, напряженная ситуация была в Сунтарах, когда и в городе Якутске в отдельных аптеках, когда лекарства вновь поступившие лежат в больших количествах, но продать их не могут, потому что невозможно было оприходовать. Ну, сейчас эти проблемы потихоньку решаются. Так, дальше. По поводу защитных средств. Маски, перчатки, комбинезон, там, если для медиков. Должен вам доложить следующее, что медицинские организации оснащены в полном объеме по потребностям. В розничной сети также имеются в свободном наличии как медицинские маски. Вот у нас есть информация на сегодняшний день. В аптеках республики сотни тысяч масок, перчаток еще больше. И вот это что касается аптек. Кроме того, есть у нас маски просто защитные, которые продаются в любых хозяйственных магазинах.
по своим свойствам защитным они ничем не отличаются. Дело тут в терминологии практически. Дальше. По поводу лабораторной диагностики. Было очень много проблем, было много информации. Мы понимаем недовольство и обеспокоенность наших граждан, потому что здесь решается вопрос жизни и смерти. Вот. И сейчас вот все-таки благодаря проведенному анализу существующих проблем, благодаря тому, что вот Роспотребнадзор, Минздрав, мы, органы власти, все подключились, и в общем, были выработаны определенные, как сказать, правила проведения лабораторной диагностики, о чем наш уважаемый Ильдархан Сергеевич уже доложил вот, недавно на пресс-конференции. Вот. И кроме того, произведена была логистическая такая операция по распределению нагрузок между лабораториями. Поэтому мы надеемся, что эти проблемы, которые были вот последние 2 недели, они уйдут в прошлое. Сейчас уже скорость увеличивается, и лабораторная диагностика уже идет практически своевременно уже идет. Что касается обследования граждан, заболевших или контактных, то там есть жесткие правила, схема, которая предписана Минздравом России и Роспотребнадзором, по которой люди в очагах, если они контактные, но пока, слава богу, не болеют, то у них обследование откладывается на 8-10 дней, чтобы в конце инкубационного периода решить, человек болеет или не болеет. А если человек в контакте с подтвержденным ковидом заболел, температура у него поднялась, то у этого человека анализы должны браться сразу. Поэтому здесь вот жесткая граница такая вот есть. Дальше. Действительно, вот сейчас из-за загруженности ПЦР-лабораторий, лабораторий у нас очень много, кстати, лабораторий, наверное, по Дальнему Востоку больше всех на наше количество населения, 14 лабораторий в республике работает. Но для того, чтобы оптимизировать нагрузку этих лабораторий, имеется рекомендации по применению экспресс-тестов ИХ, это иммунохроматографический, и ИФА, иммуноферментный. Эти экспресс-тесты могут быть применены к медработникам, которые работают в так называемой красной зоне, для того, чтобы своевременно видеть и понимать, человек инфицирован или не инфицирован, ну и для отдельных категорий социальных работников. Вот. Что касается компьютерной томографии. Компьютерная томография является одним из основных методов диагностики коронавирусной инфекции новой. У нас аппаратов достаточно в городе Якутске и в республике. Есть, правда, одно обстоятельство, которое нас в определенной степени немного напрягает. Это то, что аппараты КТ работают под огромнейшей нагрузкой. И аппараты, конечно, не были для такого предназначены, но своевременное техническое обслуживание, обследование этих аппаратов, мы надеемся, что позволит пройти эти тяжелые времена без потерь. Опять-таки, показания для КТ-исследования тоже определяются только медицинским работникам. То есть там, если хочет человек добровольно по собственному желанию пойти, то, к сожалению, это будет идти на платной основе по его инициативе. Что еще вот хотелось сказать по этой тематике? Правительство принимает адекватные меры, активные меры, разворачиваются дополнительные мощности коечные, поэтому мы верим и понимаем, что ситуация под контролем, и проблемы, которые были в сентябре, они уже позади. И сейчас люди будут получать медицинскую помощь в полном объеме и своевременно. Вот поступил такой вопрос. На каком этапе испытаний находится вакцина от ковид? Должен сказать, что вакцин от ковид в мире очень много. В одной России в пределах 10 этих вакцин.
и они находятся на разных стадиях. Самая первая вакцина от института Гамалеи, она уже на 3-й клинической стадии. То есть практически уже люди получают эти вакцины. У нас в республике уже 42 медработника получили эту вакцину. Пока нормально все проходит, никаких таких осложнений не было. Поэтому испытания проходят. Почему орбидол, а вот пишут, в Сунтаре нет орбидола? Вот, сейчас мы должны понимать, что существует ажиотажный спрос, потому что все-таки болезнь распространяется, и люди вот все-таки беспокоятся о своем здоровье. Что касается Сунтара, недавно там была большая поставка, сотни упаковок и орбидола, и грипферона, но они быстро раскупили. Но сегодня, по моим данным, поступило что-то около 1000 упаковок и орбидола, и что-то около 1000 упаковок грипферонов именно в Сунтарскую районную аптеку. Поэтому, как только они приходят, эти препараты, они смогут уже вам эти препараты. С наступлением холодов становится тяжелее использовать антисептики, и на масках образуется конденсат. Какие меры вы бы порекомендовали жителям в зимний период времени? Ну, знаете, вот на этот вопрос я бы сказал следующее. Во-первых, на улице, там, где холодно, и вообще вот в общественном широком пространстве маска не требуется. Маска нужна, когда мы заходим в ограниченное пространство, автобус, торговый центр, лифт, подъезд и так далее. Поэтому я не думаю, чтобы эта проблема была настолько актуальной. Как ваша организация помогает не допустить распространения COVID-19? Ну, на этот вопрос я должен сказать следующее, что наше вмешательство в какой-то мере опосредованное, потому что напрямую мы не вмешиваемся в противоэпидемические мероприятия. Противоэпидемические мероприятия осуществляет Роспотребнадзор. Мы работаем в рамках контроля лечебного процесса, с обращением граждан, потом с вопросами организации оказания медицинской помощи, в том числе вот лабораторная диагностика, компьютерная томография, чтобы это было все доступно. Вопрос. В аптеках Якутска грипферон стоит 988 рублей. Ага. Вот я уже об этом говорил, что возможно это форма в виде спрея, которая государством, цена на которой не регулируется. Поэтому она может стоить так. Регулируется цена на грипферон в каплях назальных. Откуда людям в деревнях можно купить медикаменты? Ну, во-первых, во всех районах республики у нас есть аптеки, аптечные пункты. Кроме того, в совсем дальних вот маленьких поселках, где есть фельдшерско-акушерские пункты, они могут реализовывать лекарственные препараты. Потому что у нас все районные больницы имеют лицензии на фармдеятельность, и эти ФАПы могут помочь людям в вопросах обеспечения лекарствами. Если родственники заболели в деревне, то куда им обращаться? Ну, у нас практически нет в республике поселков, где нет медицинской организации того или иного уровня. Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, медпункт какой-нибудь, центральная районная больница. И, ну, вот есть такое, что у нас в совсем маленьких поселках, где там живут меньше 50 человек, там помощь может быть, оказание помощи может быть возложено на домохозяйство. Это специальные люди, которым дается аптечка, сотовый телефон, и они обучаются приему первой помощи. И вот они, даже в таких поселках вы можете получить помощь. И кроме того, в республике развита система телемедицинских консультаций, развита система санавиации,
Поэтому в любой самой дальней точке республики все мы можем рассчитывать на оказание медицинской помощи. В Якутске наблюдается дефицит орбидола и других противопростудных лекарств. Как с этим быть? Да, это проблема. Сейчас вот, к сожалению, вот такая вот ситуация с коронавирусом, с подъемом сезонных респираторных инфекций. Спрос на лекарства этого ряда очень вырос по всей стране, поэтому поставщики просто этих лекарств просто на разрыв. И насколько мы понимаем, там у них есть очереди, и постепенно эти лекарства все-таки будут поступать, и они есть в наличии. Почему в поликлиниках не соблюдают дистанцию? Ну вот сложный вопрос, потому что вот надо понимать, что медицинская организация, государство, все организации, которые каким-то образом причастны к оказанию медицинской помощи, предписывают соблюдение определенных правил, в том числе и социальную дистанцию. В магазинах, в поликлиниках, еще где-то в общественных местах на полу рисуют линии разграничительные, не меньше 1,5 метров. Но вот соблюдение этой дистанции зависит от нас самих. Так она и будет соблюдаться. Поэтому в первую очередь стараться вот самим соблюдать, и соседей, которые стоят рядом, как-то им подсказывать, что надо отойти подальше немножко. Какие меры с вашей стороны могут приниматься при недолжном оказании медицинской помощи? Ну, к сожалению, конечно, вот наши медработники не боги. Бывает так, что и болезнь протекает с тяжелыми осложнениями. Бывает так, что медики не могут спасти человека, или какие-то тяжелые осложнения наступают. И в таких ситуациях иногда родственники подают обращение, жалобы в наш адрес или в прокуратуру. Ну, в общем, любым способом жалоба попадает к нам. Мы проводим проверку, и по итогам проверки, если есть какие-то нарушения, то у нас есть свой арсенал таких вот мер наказания. Начиная от предписания, составления протокола, в крайних случаях может быть приостановлена лицензия на тот или иной вид деятельности. У нас такие случаи были. Ну, такого плана. И если там мы видим грубые нарушения какие-то, которые связаны с халатностью, то мы передаем материалы в следственные органы и прокуратуру. Такого плана. А дальше еще вот, если родственники подают в суд для возмещения морального, материального вреда, то мы иногда выступаем в качестве третьей стороны или свидетелей и представляем свое видение картины, которая была выявлена при проверке. Куда можно пожаловаться на поликлинику или врачей? К сожалению, на бедных врачей, на бедных медработников можно пожаловаться всюду. Начиная с главного врача, страховой компании, территориальный фонд ОМС, нам, в прокуратуру, в Минздрав можно пожаловаться. И тогда уже разворачивается бюрократическая машина. Можно попросить медики или ваша организация может, читаю, как написано, медики или ваша организация может разъяснить, какие лекарства могут быть заменены, если их нет в аптеках, или это должен сказать врач? Да, тут действительно сложные коллизии возникают, когда пациенту назначают одно лекарство, а его нигде нет. И надо отметить следующее. Лекарства известны специалистам, провизорам, медикам под международным непатентованным названием. А фирмы выпускают каждый свой препарат, один и тот же препарат, но под разными названиями. Например, тот же орбидол, он известен под международным наименованием умифенавир, арпифлю и так далее. Нет, арпифлю, орбидол — это уже торговые наименования. Поэтому провизор
может сам сориентироваться и подсказать пациенту, покупателю своему, что этот препарат может заменить другим препаратом. Поэтому я думаю, что стоит доверять опыту и компетенции фармработников в аптеке. Ну и так же самое, врачи наши тоже должны все-таки ориентироваться в том, что какие лекарства есть в наличии в аптеках, в розничной сети, и так же самое назначать с учетом этой информации. На ваш взгляд, критична ли ситуация COVID-19 в России, когда болезнь отступит? Ну, знаете, этот вопрос, я бы сказал, скорее философский даже, а не такой. Информации на этот вопрос, наверное, вам никто не скажет. Но последние события вот в нашей республике вот за последнюю неделю как-то вот наталкивают на мысль, что, видимо, все-таки инфекционный эпидемический процесс доходит до своего пика, и скоро будет уже достигнут определенный потолок, и потом уже пойдет на спад. Вопрос такой, где больше заразы? Трудно сказать, но все-таки вот, с учетом практики вот, прошедших месяцев работы в ковидных условиях, все-таки медицинской организации, я думаю, больше концентрация инфекции, особенно в коридорах. Также в общественных проходимых местах это подъезды могут быть, это могут быть торговые центры, где много народу ходит, это транспорт, где у нас имеется скучность, и мы держимся за одни и те же поручни, сидим на одних и тех же креслах. Поэтому, чтобы минимизировать риск инфицирования, проводятся обработки и торговых центров, подъездов, автобусов. Поэтому будем надеяться, что эти мероприятия помогут нам уменьшить заболеваемость. Ваш рецепт по борьбе с ковид, кроме соблюдения санитарных мер? Да, это рецепт такой, что надо все-таки в какой-то мере пытаться соблюдать режим здорового образа жизни. Это режим отдыха, сна, употреблять больше фруктов, поливитамины, ну и проводить определенные такие укрепляющие меры. Допустим, потихоньку остужая каждый день температуру воды, полоскать горло, как раз поможет уберечь от простудных заболеваний и так далее. Ну, в основном, конечно, может помочь витаминная терапия. Ну и можно препараты интерферона капать в нос, чтобы создать уровень интерферона, чтобы организм тоже мог рассчитывать на защиту. Пока нет вопросов, я бы остановился на наших аптеках. Мы каждую неделю собираем информацию о наличии. Пока мы делаем в своем мониторинге акцент на противовирусные препараты, которые сейчас актуальны и нужны. И у нас есть, вот примерно выглядит вот таким образом табличка. Тут большинство крупных аптек республики. И вот розовым выделены аптеки, где нету определенных лекарств. И должен сказать, что все-таки вот за прошедшую неделю количество суммарное противовирусных препаратов орбидола и глифирона немножко снизилось. То есть это говорит о том, что расход и потребление растет. Вопрос по обеспечению больниц лекарствами. Тут я скажу, что все-таки ситуация более такая оптимистичная. Наши больницы, которые работают с ковидом, они обеспечены должным образом. Единственное, что бывают временные, я подчеркиваю, временные перебои с тяжелыми препаратами, которыми лечатся пациенты с
осложнениями коронавирусной инфекции в виде цитокинового шторма. Но эти проблемы также решаются, потому что поставки идут в постоянном режиме. Ну, были случаи, вот мы это видим, что когда врачи в крайней ситуации просили родственников в моменты, когда наступала пауза между поставками препарата, просили купить эти лекарства, но стоимость этих лекарств сразу же возмещается больницами. Ну, такая практика, конечно, не должна иметь места, но в крайних случаях и это тоже имеет место быть. Больницы Арктики обеспечены ли ИВЛ-аппаратами и лекарственными препаратами? Тут надо сказать следующее. Есть определенные нормативы по обеспечению медицинским оборудованием. И эти нормативы, эти цифры зависят от количества прикрепленного населения, от мощности больницы. Вот. Поэтому в северных наших районах, где населения мало, и больницы, соответственно, тоже небольшие, центральные районные, поэтому они соответствуют нормативам. Ну вот, недавно в социальных сетях, когда была дискуссия небольшая, люди высказывают, и, между прочим, справедливо высказывают, что эти требования, нормативы, они рассчитаны на мирное время. Я с этим готов согласиться. Но однако же в данной ситуации для оказания помощи вот больным, то, что в каждой районной больнице имеются свои ИВЛ-аппараты, концентраторы кислородные, где-то 2-3 аппарата бывают в маленьких совсем больницах. Вот район 2700 населения, всего-навсего, там у них 2 ИВЛ-аппарата, этого достаточно. В такой ситуации, если вдруг там пойдет рост заболеваемости, то у Министерства здравоохранения есть бригада, которая может выехать сразу и с оборудованием, и с врачами, и с тест-системами, чтобы максимально все это быстро проверить и охватить медицинской помощью. И есть санавиация, которая вывезет в республику тяжелых больных. Почему анализ ПЦР на ковид делают только в Якутске? Результаты ждем долго. Справедливый вопрос, потому что на самом деле вся наша система здравоохранения, она нацелена на то, чтобы медицинская помощь оказывалась в одинаковом качестве, одинаковом объеме от Москвы до окраин. Поэтому и на побережье Ледовитого океана наши люди имеют право и должны получать соответствующую медицинскую помощь. Но в реалиях нашего времени, когда на 34 района и город Якутск у нас 14 лабораторий, то приходится вот из этой ситуации выкручиваться тем, что биологический материал, мазки в контейнерах отправляются в Якутск и здесь уже обрабатывается. Ну вот здесь вот, как уже говорил выше, принято определенное организационное решение для того, чтобы ускорить получение результата тестирования. Что делать, если ребенка-инвалида не обеспечивают лекарствами из жизненно важного перечня? Ну, в такой ситуации, конечно, ждать долго не надо. Надо писать обращение, начиная с Минздрава, и уже можно потом к нам обратиться. И тогда уже будем рассматривать эти вопросы уже мы, и совместно с Минздравом уже будут приниматься решения по обеспечению. И такие случаи очень распространены. Хотелось бы сказать следующее, что все-таки льготники у нас имеют право получать лекарства как по федеральной льготе инвалиды, так и по так называемой региональной льготе. Потому что в региональной льготе прописаны инвалиды первой и второй группы, без ограничений по наименованию лекарственных препаратов. Вот. Поэтому больницы сами, когда у них иногда бывают неритмичные поставки льготных препаратов, ну это редко, но бывает.
больница сама вправе за счет региональной льготы принять меры по обеспечению лекарственными препаратами. Какие меры могут привлечь человека, который заразил всю деревню? Ни одно учреждение не работает, сидим дома. Ну, уважаемые друзья, тут все-таки надо понимать и различать, человек знал о своей болезни или не знал. Если он знал, имел на руках результат анализа, если он имел на руках предписание Роспотребнадзора и поехал гулять и заразил, это уже одна история. А если человек не знал и случайно так получилось, что он заразил своих близких, знакомых, ну что делать? Это такая случайность. По вакцине против ковида через вас будут распределяться или об этом рано говорить? Ну, вакцина против ковида, она распространяется через Минздрав республики. Мы там никакого отношения к ним не имеем. Единственное, что мы совместно с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения будем наблюдать за тем, были или не были осложнения, и информировать об этом уже Минздрав России. Является ли нарушением, когда больные ковид на первом месте по медпомощи? Ведь значительно сократилась медпомощь людям с другими заболеваниями. Совершенно справедливый вопрос. Действительно, вот у людей сейчас возникает ощущение, что кроме ковида никаких болезней нет, все болезни резко прошли, но это не так. Сейчас уже правительством, Министерством здравоохранения уже принимаются меры по расширению плановой помощи медицинской. Стационары начинают потихоньку открываться на плановую помощь. Поэтому потихоньку здравоохранение выйдет на свои прежние рельсы. Так, уважаемые друзья, мне тут сигналят, что уже время эфира подошло к концу, поэтому я с вами прощаюсь и хочу вам пожелать быть здоровыми, беречь себя и своих близких. Всего доброго.